الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня, иншаллах, на хутбе будем говорить про сглаз, кустию. И сглаз, как правило, является родным братом зависти, хасад. Потому что, по сути, даже сам сглаз, он проявляется или же случается именно по причине того, что человек завидует. Признает он это, не признает, случайно это случилось, или прямо он специально так стал завидовать человеку. И поэтому вот сейчас на этом уроке, вот на русском языке, я хотел бы упомянуть несколько способов избежания зависти. Каким образом мы, как верующие, должны обезопасить себя от сглаза, от зависти, и таким образом, чтобы никто нам не навредил. И один из ученых в книге «Бадай аль-Фаваид» приводит 10 способов. 10 способов, как избежать зависти, и чтобы эта зависть тебе не навредила. Итак, первый способ того, как противостоять зависти, это, конечно же, искать защиты у Всевышнего Аллаха. Та'ауд. Когда мы говорим «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим», мы иногда настолько часто или же настолько обычно и регулярно произносим эти слова «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим», ищу защиты у Аллаха от козней шайтана, побиваемого камнями, то мы так привыкаем к этому, что даже перестаем задумываться о смысле этого слова. О смысле искания защиты. И просто даже может быть, в намазе мы вместо того, чтобы полноценно произнести это слово, «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим», кто-то там «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим», и быстренько, даже не проговаривая какие-либо буквы, может быстро проходиться, и не то, что думать о смысле этого слова, даже выговаривать буквы у него уже перестает получаться. И поэтому первый способ, это для того, чтобы избежать зависти, говори «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим». Ищи защиты у Всевышнего Аллаха и знай, что Аллах Тааля, Он волен на всякую вещь. Он мощен, и никто не может превосходить Его. И поэтому, какие бы козни ни ставили, какие бы там трудности не создавали, Аллаху это ничего не стоит, чтобы избавить тебя от этих трудностей. И поэтому верующий должен искать защиту у Всевышнего Аллаха. И альхамдулилля, большая милость Всевышнего Аллаха, что Аллах Тааля нам в Коране 2 последние суры ниспослал в качестве защиты от всего того, что вредит человеку. Это 2 суры. Сура Фаляк и сура Нас. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, регулярно читал эти суры утром и вечером, и перед сном. И делали рукья, то есть читали детям, которых сглазили, или которых там, допустим, чувствуется, что-то с ним не то. И таким образом читали эти суры. И поэтому смысл «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим», поиск защиты у Аллаха от козней всего того, что может ему навредить, он как раз таки содержится в этих сурах. «Куль а'удhu би раббил фаляк». Скажи, я прибегаю к защите Господа рассвета, фаляк. Или же скажи, «Куль а'удhu би раббин нас». Я прибегаю к защите Господа людей. Маликин нас, иляхин нас, царя людей. Того, кому поклоняются люди. И поэтому смысл этих сур, в одной суре 5 аятов, в другой 6 аятов, он как раз таки в том, что мы от всего зла, которое наполняет эту землю, эту жизнь, мы ищем защиты у Всевышнего Аллаха. Первый способ искать защиты. Второй способ, это когда верующий должен проявлять богобоязненность и стараться совершать то, что Всевышний Аллах предписал, и остерегаться того, что Аллах Тааля нам
запретил. И поэтому Аллах Тааля в Коране описывает, в суре Аль-Имран, в 120 аяте говорит: وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Но если вы, верующие, когда вы сталкиваетесь с кознями различных завистников, различных врагов, те, которые пытаются вам каким-либо образом навредить, лишить вас достатка, вашей жизни, да? Аллах что говорит? وَإِن تَصْبِرُوا. Но если вы будете проявлять терпение, первое, وَتَتَّقُوا, и станете проявлять богобоязненность, то их козни вас никогда не тронут, вам не навредят. И поэтому Аллах Тааля говорит нам, что проявление богобоязненности – это тот самый ключ, который избавит тебя в контексте нашего урока от завистников, от тех, которые пытаются тебе навредить даже путем сглаза. И Аллах Тааля говорит: «Инна Аллаха бима я'малуна мухит», и Аллах объемлет своим знанием, своей силой, своей мощью все, что они делают. И поэтому, как бы они там ни пытались, как бы они там ни извращались, чтобы там не придумывали, Аллах Тааля Аллаху под силу каждая вещь. Третья причина – это то, что когда верующий сталкивается с завистником, он должен проявлять терпение. Должен проявлять терпение в отношении этого завистника. Если кто-то там завидует, что-то говорит, что-то там, допустим, постоянно там какие-то козни, да, ну что мы ему сделаем? Что мы можем ему сделать? Самое наше главное оружие, которое мы можем противопоставить, это проявлять терпение просто. Не реагировать никак, проявлять терпение. И именно это терпение, иншаллах, по милости Всевышнего Аллаха, как раз таки и даст возможность выиграть его, опередить его, да, и полностью, чтобы он уже больше вам никак не навредил. Поэтому самая важная победа над завистником – это проявлять терпение и не реагировать на него. Четвертая причина, как избежать зла завистников – упование на Всевышнего Аллаха. И когда верующий верует в предопределение Аллаха, когда верующий знает столпы имана и полностью не испытывает каких-либо сомнений, и это у него в сердце, это у него в душе, да, то предопределение предполагает, что мы уповаем на Всевышнего Аллаха. То есть, что бы мы ни совершали, мы знаем, что все будет совершено или все будет случиться так, как предписал Всевышний Аллах. И поэтому мы со своей стороны предпринимаем необходимые причины, а результат ожидаем за Всевышним Аллахом. И поэтому когда сталкиваемся с завистником, да, или чувствуем, да, или же, допустим, приобрели какую-то новую вещь, и это, кстати, легко можно выявить, когда человек неадекватно реагирует на это. То же самое автомобиль. Да? Я думаю, кто проходил через этот хороший, красивый, большой автомобиль, да, как проезжаешь мимо кого-то, и вот эти вот глаза, они провожают тебя долго-долго-долго. Да? И главное, это тут еще кислое лицо, недовольное лицо. Понимаю, если бы улыбался, если бы, машалла, брат, смог же все-таки, да, машалла, пусть Аллах тебе даст баракат. Нет, таких слов не будет. Улыбок не будет, радости не будет. Кислое лицо, завистливое лицо. Астагфирулlah, опять он такой-то, да, наворовал, наверное, там, да. И вот это вот начинается сзади, за спиной, там всякие разные комментарии, да, и то, что провожают вот эти вот глаза. Их можно выявить сразу, да, их можно осознать, ощутить. Так вот, когда мы видим подобные действия от других людей, у нас в голове, у нас в сердце что? Таваккальту аля Аллах. Уповаю на Всевышнего Аллаха. Что Аллах предписал, то и будет. То, что Аллах Субханаху ва Тааля не предписал и не записал в Лаухуль Махфуз, в скронивые скрижали, этого не случится, даже если этих завистников будут миллионы. И поэтому твердая убежденность в том, что все в этом мире идет по предопределению Всевышнего Аллаха, и что мы уповаем на Всевышнего Аллаха, ожидаем от Аллаха благого исхода. Что бы с нами не было, да, альхамдулилля, у кого-то выбор стоит, допустим, да, вот сейчас, альхамдулилля, получилась такая возможность там приобрести автомобиль, да, делать или не делать, делать.
уповаешь на Всевышнего Аллаха, читаешь истихару намаз, совершаешь, иншаллах, да, а затем уже ожидаешь, что с тобой все будет в благом виде, во благе. Почему? Потому что ты уповаешь на Всевышнего Аллаха и ожидаешь от Него благой исход. Далее, пятая причина того, как избежать нам зависти завистников, это то, что верующий какую-либо вещь он не приобретал. Что бы с ним ни происходило, он не должен превращать это в смысл своей жизни. Он не должен превращать это в единственную цель, к которой он идет за всю жизнь. Я понимаю, альхамдулилля, наш мир переполнен различными благами Всевышнего Аллаха, различными фантиками, которые нас привлекают. Да? Кто-то прямо стремится, допустим, тот же самый гелик купить, например, там, да, спит, просыпается, мечтает об этом, да. Кто-то о доме мечтает, кто-то мечтает о красивой супруге там и так далее. То есть, если это дозволено шариатом, если это нормально, да, то пусть стремится к этой цели. Но пусть это не превращается в его идею фикс. Вот он зафиксирован на ней, да, на этой идее, достижении этой цели. И больше ничего у него в голове нету. Почему? Потому что когда человек привязывает свое сердце к чему-то, терять это будет ой как тяжело. И это может сбить человека с толку. Это может сбить весь его, как говорится, его вот эту жизненную силу, да, всю его энергию может именно привести к тому, что он даже может потерять смысл, субханаллах. И поэтому верующий, для него какая главная идея? У верующего главная идея – это прожить эту жизнь так, чтобы в ахирате Аллах Тааля был тобой доволен. И чтобы в ахирате достичь истинного успеха. И поэтому, когда вот верующий начинает к тем же самым благам, которые у него есть, относиться соответствующим образом, то, что сегодня это есть, альхамдулилля. Но если завтра не станет этой вещи, что-либо случится, и ее, Аллах сакласын, либо украдут, либо там что-нибудь случится, там, да, либо какая-то там, я не знаю, там, ну, в общем, если этой вещи не станет, это не должно колебать твою веру. Твоя вера во Всевышнего Аллаха должна быть сильной и непоколебимой, и ты для себя должен определить, по милости Всевышнего Аллаха, твою главную цель своей жизни. Ради чего ты живешь и к чему ты стремишься. И вот тогда, если твое сердце будет привязано ко Всевышнему Аллаху, все, что случается помимо этого, иншаллах, тебе никаким образом не навредит. И у нас еще остались оставшиеся 5 пунктов. Иншаллах, закончим их на следующем уроке. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.